незаметно прошел год, и уже приближается начало 5-го юбилейного сезона Тархан. Да, Тархан – это мой любимый проект. И, конечно, ожидания очень большие, они волнительные. Я очень надеюсь, что ребята покажут блестящие знания и очень высокую эрудицию. Ну тогда нам пора. Давно пора. Добрый день, дорогие мои телезрители, дорогие наши любители, знатоки истории. Мы начинаем 5-й сезон вашего любимого историко-культурного конкурса «Тархан», организованного Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Институтом международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета. Напоминаю, что победители этого конкурса станут студентами Казанского федерального университета Института международных отношений, истории и востоковедения по 2 направлениям. Это история и культура тюркских народов, экономика и политика тюркских народов. Сегодня у нас первая игра 1/8 финала. В этом году конкурс вызвал очень большой интерес. У нас приняло участие более 500 участников. И только 40 из них прошли финальную часть. Настало время пригласить наших участников, да? Алина Харитонова, Актанышский район. Азалия Мирзаянова, Актанышский район. Риман Зинуров, город Казань. Азалия Габдрахманова, Кукмарский район. Максим Сергеев, Нижнекамский район. Здравствуйте, дорогие ребята. Как у вас настроение? Хорошо. Ну, условия нашего конкурса таковы, что, к сожалению, из 5 участников сегодня только 3 пройдут в следующий тур, в 1/4 финала. Какой же конкурс без экспертов, да? Давайте познакомимся с нашими экспертами. Это Марат Салаватович Катин, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Татарстана Института международных отношений, истории и востоковедения. Ильяс Альфредович Мустакимов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, также Казанского федерального университета. Я с большим удовольствием представляю Тимирхана Нурисламовича Шайхутдинова, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, современный политолог, ведущий Худур ТВ. В этом году в России объявлен годом единства народов России. И тема нашей игры, всех наших игр, в той или иной степени касается укреплению дружбы народов России, изучению, пропаганде истории и культуры народов России и, конечно же, нашей родной республики, Республики Татарстан. Ну, а теперь я предлагаю поближе познакомиться с нашими участниками. Итак, Алина, вот в прошлом году ты принимала участие в 2 турах. 1/8 и 1/4, да? Да. Немножко переживала. Да. Но в этом году надеемся, что ты так же, как и все, вы пройдете в финальную часть. Азалия Мирзаянова. Вот я с интересом прочитал ваше эссе. Ты написала: «Я научилась понимать связь между прошлым и настоящим». А в чем заключается эта связь? В том, что в истории показывается, например, то, что какие-то события влияют также на будущее, да и в общем в жизни, например, традиции — это тоже часть какого-то прошлого. Ариман, Всем как ты здравствуйте. оказался на этом конкурсе вообще? Истории мне начали рассказывать бабушка с дедушкой про мой родной район, Апастовский. Ну и так дошло то, что я сейчас буду сдавать ЕГЭ по истории и обществу и поступать в исторический факультет. Азалия Габдрахманова. Поначалу я не интересовалась историей, написала ты в своем эссе. Это правда. Однако мое мнение поменялось после одной книги. Любопытно знать, после какой. Это роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир», где описываются события 1812 года, Отечественная война. Наконец, Максим. Максим, расскажи немного о себе. Добрый день. Моя цель – поступить на юридический факультет, в котором история является фундаментом, так сказать, основой выстраивания правовой системы. Спасибо большое. Это Максим.
Итак, тема 1/8 финала, тема игры «Казанский край во второй половине 16-го, начала 20 века». Почему? Потому что, вот, на наш взгляд, именно этот период был периодом формирования вот, многонационального состава нашего обширного региона, да, вот Республики Татарстан, Среднего Поволжья. Итак, у вас в руках планшеты, на которых появятся вопросы с 4 вариантами ответов. Оценивается правильность ответа и оценивается скорость ответа. Тот, кто первым ответит, тот получает дополнительный балл. Правильность ваших ответов будет оценивать компьютер. Итак, внимание, вопрос. Какому географическому району нашей республики соответствует так называемая Арская сторона? Варианты ответов: Закамье, Предволжье, Заказанье, Прикамье. У нас Риман первым ответил. Риман, какой ответ ты выбрал? Прикамье. Ответ принимается. Алина, ты как ответила на этот вопрос? Заказание. Ну, я сомневалась. Так, а сомневалась между какими? 3 и 4. 3 и 4. И все-таки ты выбрала... 3. Здесь правильный ответ дала Алина. Это заказание. Жаль, что вот у нас вот есть представительница заказания Азалия Габдрахманова. Вот она почему-то вот неверно дала ответ. Ребят, чтобы на будущее. Вот есть такое понятие заказания. Это и географическое, и этногеографическое, историко-географическое. Это вот вся территория заказания к северу от Казани, между Волгой и Вяткой. Сюда входит и современная Арская земля, Высокогорская земля, Сабы и так далее, и так далее. Второй вопрос, да? Как называлась своеобразная инструкция царя, выдававшаяся назначаемым в Казань воеводам? Челобитная, наказ, роспись, уложение. Первым у нас ответила Алина. Алина, какой вариант ответа ты выбрала? 3. 3 вариант, то есть роспись, да? Максим, какой вариант ответа выбрал? Наказ, потому что, читая учебник по 6 классу истории Татарстана с 16 века до 17 века, я узнал, что царь Иван Грозный выдавал воеводам царский наказ, в котором и были расписаны обязанности воевод. Ответ принят. Ну, правильный ответ – это наказ. Ну, вот уже по сравнению с первым вопросом, здесь уже прямо почти все ответили правильно. Ну что, ребят, давайте 3 вопрос. По некоторым источникам Мамыш-Берды, по некоторым Мамич-Берды являлся одним из предводителей восстания, которое относилось, варианты ответов, к середине XVI века, к концу XVI века, началу XVII века и 4 вариант – середине XVII века. Непростой вопрос. Азалия, Да. как ты ответила? Я выбрал 3 вариант. Так, Начало 17 века. Максим, у нас опять ответил первым. Какой вариант? Середина 16 века. Так. Опять же, читая учебник истории Татарстана, я заметил, что Мамич Берды является ярким представителем Казанской освободительной войны с 52 по... Ну и по некоторым данным увидел, что 57-й, но там есть и 56-й. Так что в таком варьируется. А как сложилась судьба Мамыш-Берды, помнишь? Не помню, но предполагаю, что его могли убить. Его казнили с его... Да, он был казнен. С его Он был захвачен в плен и приближенными. казнен. Так, ну что, Марат Большое Салаватович. спасибо Максиму за достаточно подробный, развернутый ответ. Итак, правильный ответ в середине XVI века нам дал Максим и Риман. Они получают по 3 балла, плюс Максим получает дополнительный балл. Итак, вопрос номер 4. В каком городе России установлен памятник Сюембике? Варианты ответов. Город Казань, город Астрахань, город Касимов, город Набережные Челны. Так, ответы получены. Азалия, как ты ответила? Город Касимов. Астрахань я не помню, чтобы там было. Набережные Челны тоже. У нас, как всегда, Максим ответил первым. Мне любопытно знать, как он ответил. Я рассуждал с той точки зрения, что в Казани есть башня на Сюембике. Кроме того, Сюембике является, насколько я помню, принцессой Казани во времена Ивана Грозного. И я предположил, что правильным ответом будет именно Казань.
Спасибо всем за ответ. Однако, друзья, это не Казань. Да, как бы мы не любили и не знали нашу башню в Суембике, памятник царицы Казанского ханства расположен в столице, тогда столице Касимовского ханства. Тот город, с которым были связаны последние годы царицы Суембике, это город Касимов. И, соответственно, Алина, Азалия и Риман дали правильный ответ. Да, совершенно верно. Царица Сюмбике, правильно Максим сказал, была царицей, принцессой. В 1551 году она была увезена в Москву. Затем она была выдана замуж за Касимовского хана, звали его Шах Али, известная личность, и долгое время проживала в городе Касимове. Собственно, она там и захоронена. Так, ну что, переходим к последнему вопросу, да? Кто из представленных деятелей был попечителем Казанского учебного округа в 1819-1826 годах? Степан Яковлевич Румовский, Михаил Леонтьевич Магнитский, Михаил Николаевич Мусин-Пушкин и Владимир Порфирьевич Молостов. Так, Риман, ты первый ответил. Какой ответ у тебя? Степан Яковлевич Румовский. Так, Максим всегда первым отвечал. Здесь что-то вот долго думал. Максим, в чем причина твоего размышления? Но я считаю, что это Магнитский, потому что где-то я встречал эту фамилию. Максим, совершенно верно. Это Михаил Леонтьевич Магнитский, крупный государственный деятель, деятельность которого еще заслуживает отдельного изучения. И надеемся, что кто-нибудь этим из вас займется. Таким образом, Максим у нас отвечает правильно, он получает дополнительно 4 балла. Но, к сожалению, Алина, Азалия, Риман и Азалия на этот вопрос ответили неправильно. Ну что, ребят, это был первый тур. Итоги первого тура. Максим 12 баллов, Риман 9 баллов, Азалия Мирзаянова Алина 7 баллов и Азалия Габдрахманова пока 3 балла. Но все у нас с вами впереди. Готовы ко второму туру? Да. Вот смотрите, перед вами 4 категории вопросов. Это история, это политика, это культура, это география. Ваша задача выбрать категорию, а первым право предоставляется победителю первого тура. Максим выбирает. Начнем с истории 5. В связи с какими событиями Волга на всем своем протяжении стала подконтрольной русскому государству? Пожалуйста, Риман. Иван Грозный завоевал Казань и подавил все повстанческие движения. Обратите внимание, с какими событиями Волга, вся Волга. Вся Волга. Еще, Так, Максим? у меня есть вариант ответа, то есть завоевание Астраханского ханства. Завоевание Астраханского ханства. Верно, речь идет именно про завоевание Астраханского ханства, то есть это как раз-таки последнее татарское ханство на Волге, которое было завоевано Иваном Грозным, тем самым под контроль русского государства вошла уже вся Волга практически. Таким образом, правильный ответ дал у нас Риман, который зарабатывает 5 баллов. Так, Риман, тебе переходит право выбора категории. Выбирай категорию. Я выбираю география 5. Укажите современное наименование города Царево-Кокшайск. Какие события предопределили необходимость его основания? Почему он возник? Так, Риман? Так, ну, Царево-Кокшайск был создан также после того, как завоевали Казанское ханство, для обезопасения границ. А как он сейчас, современный город? как Современный называется? город называется, сейчас, секунду, это... Кто знает, нажимаем. Руки не тянем. Максим? Мамадыш? Еще какие варианты, ребята? Арск. Вот, ребята, мы уже гадать начали. Гадать давайте не будем. Это город Йошкар-Ола. Царево-Кокшайск – это современный город Йошкар-Ола. 5 баллов получает Раиль Равилович. Все, поехали дальше. Так, право остается за Риманом. Пожалуйста, выбирай категорию. История 7.
Часть татарского населения входила в число удельных крестьян. Выделите главную особенность этой категории населения Российской империи. Риман, Ну, ты нажал зеленую кнопку. да, я нажал. Я ответ слушаю. Вот Если какие не ошибаюсь, категории крестьян были? Ну-ка давайте, ребят, вспоминайте. Крепостные, возможно. Так, еще. Удельные. Удельные, еще. Нет вариантов ответов. Так, ну что, обращаемся. Так, Максим, пожалуйста. Я думаю, что удельные крестьяне являются из разряда государственных крестьян, то есть принадлежат определенному уделу. Выделите главную особенность, главная особенность государственных крестьян, что они принадлежат напрямую императору, ну, или, можно сказать, Так, вообще ответ монарху. принял. Логика понятна. Принадлежали императору. Уважаемые жюри, Очень сложно оценить ответ, потому что здесь прозвучали как правильные мысли, так и не совсем правильные, потому что удельные крестьяне все-таки это отдельная категория, она не входила в категорию государственных крестьян. Но, наверное, как мы, наверное, засчитаем ответ Максима как правильный, или так вот здесь вот консилиум. ну, здесь у него ключевая фраза была и принадлежала императору, правда ведь, да? Поэтому можно Да, засчитать можно, наверное, засчитать. Максиму. Максим получает 7 баллов. Максим, выбор категории. Ну, давайте попробуем что-нибудь новое, например, политику 5. Итак, внимание, вопрос. Какой принцип был положен в основу управления завоеванным Казанским краем? Максим? Воеводский принцип. Коротко, ясно. Жюри? Да, ответ правильный. Это воеводский принцип. Да. И у нас таким образом Максим получает 5 баллов. Ну и Максим, за тобой остается право выбора категории. Давайте историю 9. Очень непростой вопрос. Как назывался орган самоуправления татарских слобод Казани, учрежденный в годы правления Екатерины II или она же Екатерина Великая? Максим? Казанская городская ратуша, 1781 год. Жюри? Все правильно, абсолютно верно. Максим получает 9 баллов. Итак, итоги первого и второго тура. Максим набирает 34 балла, Риман 14 баллов, Азалия Мирзаянова 7 баллов, Алина 7 баллов, Азалия Габдрахманова пока 3 балла. Наш следующий тур будет посвящен чтению небольшого отрывка классиков татарской литературы. Вот перед вами произведение Муса Джалиля. Сколько в этом году ему исполнилось лет? 120. 120 лет. Перед вами книги другого классика. Это Фатых Амирхан. И, конечно, наш великий Габдулла Тукай. Причем эти произведения как на русском языке, так и на татарском языке. Ваша задача выбрать книгу, а членам жюри это назвать страницу, и в течение минуты вы будете читать небольшой отрывок. Алина, пожалуйста, что мы выбираем? Муса Джалиль на татарском. Так, Чулпан, пожалуйста, помоги мне. Так, Алина, для вас 100-я страница. Kuş yaşlarım kipkeninde, kulda kışım bitkeninde, koy yüreğim yanma artık, jiderinde. Bütünüge kipkeninde, hazır benim göz yaşlarım, bütünüge bitkeninde, tire yanda iptaşlarım. Обращаясь к жюри, итоги будем и баллы ставить после окончания конкурса. Пока вы просто у себя фиксируете. Так, Азалия Мирзаянова. Муса Джалиль на русском языке. Страница 89. 89. Нет, она не от горя родится. Радость жизни — вот песни исток. И клокочет она, и дробится, как летящий с Нагорья поток. В ней дыхание вольных просторов. В ней победный наш зов и порыв, гул вызымающих в небо моторов, шелестение зреющих нив. Спасибо, спасибо большое. Так, ну что, Риман, что мы выбираем? Габдулла Тукая на русском. На русском. Страница 100.
Меня движением времени состарит, в неизменожении сгорбиться заставит. Но, несмотря на древние года, душа не отдряхлет никогда. Грудь пламенем поэзии полна. Что старость? По плечу мне наша это. Душа ясна, в ней навсегда весна. Зима и стужи нет в душе поэта. Азалия. Муса Жалиль на русском. Так, Азалия, для вас 150-я страница. Прости меня, твоего рядового, самую малую часть твою. Прости за то, что я не умер смертью солдата в жарком бою. Кто посмеет сказать, что я тебя предал? Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? Волхов, свидетель, я не струсил, пылинку жизни моей не берег. Азалия. Ну и, наконец, Максим у нас. Фатих Амирхан на русском. Давайте 140. После этого мне сразу расхотелось плакать. Да и обида куда-то исчезла. Однако Марфруга Апа на долгое время потерял мое расположение. В этот год зимой я стал брать уроки рисования у преподавателя. Я отнесся к ним так же прилежно, как и к обычным школьным предметам. К середине зимы я пристрастился к новому занятию, а в начале войны уже имел хорошую практику в копировании довольно сложных цветочных сочетаний. Спасибо. Так, ну что, я теперь обращаюсь к членам жюри. Я называю фамилии наших участников. Вы по пятибалльной системе оцениваете итоги этого тура. Первым у нас Алина Харитонова читала. 5, 5, 5. Азалия Мирзаянова. 4, 4, 4. Тоже неплохо. Ариван Зиннуров. 4, 4, 3. Так, ну что, Азалия. 4, 4, 4. Тоже неплохо. Ну и, наконец, у нас Максим, да? 3, 4, 5. Спасибо большое. Сегодня наша игра закончена, но перед тем, как с вами попрощаться, я, конечно, хочу подвести некоторые итоги. Азалия Габдрахманова, Азалия Мирзаянова получает 15, соответственно, 19 баллов. Мы подготовили для вас подарки от имени Министерства культуры нашей республики. Там потрясающие книги и, конечно же, диплом вашего участия. Алина получает 22 балла, Ариман 26, ну и Максим 45 баллов. Вы, ребята, я вас поздравляю, вы проходите в следующий тур, но и символический знак участия и прохождения в следующий тур нашего конкурса – это пайза. Это был ваш любимый конкурс, историко-культурный конкурс «Тархан». Мы с вами увидимся на следующей неделе. До свидания. Честно, я очень сильно волновалась. Это первый опыт для меня. Но я рада и буду в следующем году еще больше готовиться. Эмоции все-таки тоже. Хоть я и второй раз, но волнительно каждый раз.